Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия. Сегодня мы с вами расскажем психологическое сопровождение медперсонала в период пандемии. Меня зовут Роева Инна Никентьевна, я являюсь педагогом-психологом. Сегодня расскажем о выходе из стрессовой ситуации, расскажем о стабильности и физической упражнении и поддержке. Здесь очень важно учитывать, делать передышки в процессе работы. В перерывах каждой работы старайтесь полноценно выспаться и нормально питаться. Обязательно находите физические упражнения для снятия именно мышечного напряжения. Далее старайтесь избегать нездоровых способов именно совладения накопившейся усталостью. Здесь речь идет именно о употреблении алкоголя, также табакокурения. Если вы работаете в красной зоне, COVID-19, здесь, конечно, очень важно учитывать именно становиться поддержкой для пожилых пациентов и также тем, кто инфицирован COVID-19. Сейчас поговорим о возрастных психологических особенностях пациентов. Это пациенты подросткового возраста и пациенты пожилого возраста. При общении с пациентами подросткового возраста стоит избегать назидательности, излишне быть авторитарности. Лучше, конечно, стоит выстраивать доверительные отношения, установить контакт и призывать подростков именно для сотрудничества. А пациенты пожилого возраста, мы все понимаем, они очень чувствительные, эмоциональные, они очень подвержены именно стрессовой ситуации, тревожности, поэтому призываем именно тех, чтобы с пациентами пожилого возраста вы поддерживали эмоциональное, то есть общение, тактильные контакты и так далее. При общении с пациентами, болеющими COVID-19, не допускать именно следующих коммуникативных ошибок, то есть избегать каких-то определенных фраз. Во-первых, это ссылаться на усталость, то есть работник медицинского учреждения, медперсонал, врач не должен ссылаться на усталость. То есть не говорить, не употреблять такие фразы, как «я устала, работаю 24 часа, устала сильно, на ногах стою» и так далее. Поэтому избегать именно усталость. Во-вторых, не давать невыполнимых обещаний. То есть многие иногда бывают врачи, которые обещают своим пациентам, что они проведут с ними определенное какое-то время, то есть каждый раз будут подходить и помогать им. То есть ссылаться на то, чтобы если нет возможности выполнить обещание, то, конечно, не стоит их обещать. Далее, обвинять пациентов в неправильных действиях. Здесь говорится о том, что мы ни в коем случае не должны обвинять пациентов в том, что они нарушили какое-то гигиенические правила, то есть мы не говорим им, что они ходили без маски, то есть они нарушали какие-то границы, дистанции и так далее. Дальше. Вести коммуникацию без учета эмоционального состояния. Здесь, конечно, мы должны учитывать их эмоциональную нестабильность. Далее, в принципе построения коммуникации психологической поддержки пациентов в стационаре. Здесь мы говорим, чтобы медперсонал оказывал эмоциональную поддержку пациенту. Здесь говорится именно, чтобы быть доброжелательным, оказывать эмоциональную поддержку пациенту. Далее, говорить откровенно, прямо с учетом психоэмоционального состояния, то есть избегать негативных оценочных суждений, именно в отношении личности, поведения пациента, в том числе и присутствии своих коллег. Далее, говорить откровенно и прямо, с учетом именно психоэмоционального состояния. Обсуждать совместно варианты помощи, которые могут быть доступны в данной ситуации. И, конечно, следующее – это уточнять информацию, которую пациент усвоил. То есть в конце вашей беседы обязательно интересоваться, как информацию усвоил пациент, и назначить следующие встречи и шаги лечения.
И советы психолога, да, хотелось бы сказать, что это нормально, да, чувствовать грусть, огорчение, беспокойство, растерянность. Эти наши тревожные состояния, оно считается все равно нормой. Поэтому, конечно, очень важно, необходимо мотивировать пациента. Обязательно поддерживайте связь с семьей и с друзьями. Не ограничивайте себя, всегда разговаривайте, да, в онлайн-режиме, например. Можно разговаривать по скайпу, по видеозвонку. То есть не забывать именно поддерживать связь, общение со своими близкими. Далее, составить план. План именно того, что как правильно следующие ходы делать. Например, если вы чувствуете какое-то чувство напряженности, усталости, и вы не можете справляться со своими напряжениями, здесь в этом ситуации вы должны составить план, то есть обратиться к специалистам. Если в ваших заведениях, учреждениях есть специализированные психологи, то, соответственно, вы должны обращаться к ним. Либо можно разговаривать, да, то есть не подавлять свои эмоции и обсуждать, разговаривать со своими коллегами. Далее. Использовать достоверные источники информации, то есть обязательно смотреть информации, да, в СМИ, те СМИ, которые они должны быть достоверны, а не только слух. Далее, сократить время прослушивания СМИ, то есть здесь говорится о избегании негативных информаций. Далее, использовать навыки, которые вам раньше помогали в трудных ситуациях. Это вам будет очень нужным и необходимым. Спасибо за внимание, желаю вам крепкого здоровья и берегите себя. Если вы хотите обратиться к нам, пожалуйста, сохраните наши контакты.